Чечня. Мастер-оружейник из Дарго. Во второй половине XIX века на Кавказе и за его пределами было одно имя, которое вызывало уважение и страх – Дуска. Житель села Дарго Веденского района Чечни, мастер-оружейник, прославился созданием высококачественных ружей, получивших известность под названием Дуски-топ, ружье Дуски. Эти огнестрельные изделия стали эталоном для горцев и казаков, а их репутация превосходила границы региона, охватывая всю Россию. Ружья Дуски ценились не только за безупречное качество сборки, но и за исключительную дальнобойность, точность и надежность в боевых условиях. В эпоху Кавказской войны, когда каждый выстрел мог решить исход стычки, оружие из Дарго давало своему владельцу серьезное преимущество. По свидетельствам историков, царские солдаты считали захват ружья Дуски в бою высшей честью. Трофей такого калибра был не просто оружием, а символом мужества и победы. Село Дарго, где родился и работал мастер, было основано представителями древнего белготоевского тайпа, народа с глубокими традициями ремесла, воинской доблести и независимого духа. Именно здесь, в горах, вдали от крупных промышленных центров, рождались произведения оружейного искусства, сравнимые с лучшими образцами европейской кузнечной школы. Потомки легендарного оружейника живут в Дарго и по сей день. Среди них М.У. Умаров, доктор биологических наук, профессор, академик Академии наук Чеченской Республики, чья жизнь посвящена науке, но чьи корни уходят в ту же кузницу, где когда-то искрился металл под молотом Дуски. Как отмечает исследователь Л.М. Гарсаев в статье «Холодное и огнестрельное оружие и его место в Кодексе чести чеченцев», журнал «Наследие веков», 2017, 4, оружие в чеченской культуре не просто средство ведения боя, а часть духовного кодекса, символ чести, мастерства и связи поколений. Ружье Дуски – ярчайший пример того, как ремесло становится историей, а имя мастера – легендой, пережившей века.